Коми принимают меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Новый вид возбудителя может спровоцировать пневмонию. В Китае, откуда родом заболеваний, погибли уже 26 человек, а число инфицированных постоянно растет. На днях с подозрением на вирус 2 человека госпитализированы в Санкт-Петербурге. Первый – студент из Китая, второй – гражданин России, который прилетел из Шанхая. Результаты их обследования будут готовиться несколько дней. Что касается территории нашей республики, пока здесь циркулируют в основном вирусы негриппозной этиологии, но есть пациенты с гриппом Б и А. Впрочем, протекает он легко, без осложнений. Однако перед специалистами общелечебной сети, ведущими прием пациентов, все же поставлена задача тщательно собирать эпидемиологический анамнез по факту посещения Китая или возможного контакта с гражданами этой страны. В мире сейчас распространяется активно коронавирус и пневмония. Проблема очень серьезная. У нас сейчас, вы знаете, границ фактически не существует, поэтому паниковать не надо, но обращать внимание на симптомы общих заболеваний, которые связаны с посещением КНР, либо с контактами лиц национальности китайской, поэтому, соответственно, при приеме у врача об этом извещать. А вот в российском Минздраве объявили, что распространяющийся штамм представляет одну из биологических угроз. Хотя и по симптомам он напоминает грипп. У человека повышается температура, возникает кашель, появляется одышка. Кроме Китая, случаи заражения подтверждены в Южной Корее и США.